Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами освежим в нашей памяти немножечко тему, касаемую моделирования библиотечного фонда и такого важного документа в нашей с вами деятельности, как профили комплектования, который в свою очередь является одним из видов моделей комплектования. Ну, как вы знаете, я сейчас включу презентацию. Ага, вот всем вам видна уже стала моя презентация. И, как вы знаете, формирование нашего с вами фонда, оно начинается с собирания, да, или по-другому комплектования профильных документов, которые в последующем должны быть упорядочены или подготовлены к хранению и использованию. Однако, прежде чем приступить к поиску и приобретению наших с вами документов для фонда, необходимо четко определить параметры будущего фонда или определиться с ними при комплектовании уже существующего фонда. Поэтому деятельность наша с вами по формированию будущего фонда, она и начинается с процесса моделирования его состава, а формирование уже существующего фонда должно строиться на основе уже утвержденной модели фонда, в которой детально описывается его профиль. Модели библиотечного фонда, они разнообразны по форме. Они могут изображать фонд в виде словесного описания, схемы, статистического показателя, библиографического указателя и других формах. Каждая такая модель решает свою задачу. И по форме представления, да, нашего с вами фонда выделяют 4 вида моделей. Это описательные, библиографические, тематико-типологические и количественные. Описательные модели представляют фонд в виде словесного описания и могут существовать либо в устном, например, это экскурсия по фондам, да, всем нам хорошо известная, либо в письменном виде, путеводитель по фондам. Данные формы описательных моделей используют в большей степени в крупных библиотеках, где и сам фонд большой, и имеется большое количество всевозможных подфондов. Но и в небольших библиотеках, когда сотрудник рассказывает только что записавшемуся в библиотеку пользователю о том, какие документы имеются в фонде, как они размещены, какие периодические издания выписываются, а какие лучше поискать в других библиотеках, он, по сути, представляет устную, словесную модель фонда. В настоящее время библиотеки на своих сайтах характеризуют документный фонд для интернет-пользователей, описывая его профиль, цели, историю создания, наиболее ценные коллекции, входящие в его состав, структуру, тем самым создают и его словесную модель. Таким образом, описательные модели формируют самое обобщающее знание о данном фонде и помогают выработать наиболее общее впечатление о нем, без которого, однако, невозможно понять, почему в фонде все устроено именно так, а не иначе. Библиографические модели, они нам с вами наиболее известны и представляют фонд в виде перечня конкретных документов, которые имеются или должны быть в данном фонде. В отличие от описательных моделей, которые нам с вами рассказывают, какие виды документов есть в фонде, по каким темам и за какой хронологический период они были собраны, то библиографические модели перечисляют эти документы, указывая автора, название, выходные данные и другие библиографические сведения. Очевидно, что такие модели наиболее точно и подробно отражают состав фонда библиотеки. Библиографические модели могут существовать в виде списка или библиографического указателя, но это мы с вами все знаем. Наиболее известной библиографической моделью фонда являются каталоги.
которые представляют собой систематизированную опись документов, имеющихся в фонде. Они позволяют ориентироваться нам с вами и нашим пользователям в библиотечном фонде при поиске конкретных документов. Ну, в настоящее время на смену карточным каталогам приходят на смену электронные каталоги, которые не только более компактны по объему, но и менее трудоемкие, а также дают больше информации о документе и обеспечивают более оперативный поиск. Что касается тематико-типологических моделей, они очерчивают границы профиля фонда в виде перечня тематических или предметных рубрик. В большинстве запросов пользователей не уточняется, какой именно конкретный документ нужен, а указывается лишь тема или проблема, по которым и нужна информация. Поэтому для поиска документов используется алфавитно-предметный указатель, к систематическому каталогу, а также списки предметных рубрик или ключевых слов в электронных каталогах. Тематико-типологические модели фонда тесно связаны с библиографическими моделями. Каждой рубрике соответствует определенный перечень документов, содержащих информацию по данному предмету или теме. Задача, которую решает модель с таким представлением информации о фонде, это помочь перевести запрос пользователя на информационно-поисковый язык каталога и тем самым способствовать эффективному поиску документов в фонде. Тематико-типологические модели помогают и в комплектовании библиотечного фонда. При комплектовании здесь необходимы четкие ориентиры для отбора новых профильных документов. Тематические рубрики описывают все разнообразие тем в рамках профиля фонда и ориентируют комплектаторов, в каких областях знания необходимо вести поиск документов. Ну, например, если фонд предназначен для автолюбителей, то понятно, что следует приобретать издания не только по устройству и ремонту автомобилей и тюнингов, но и по правилам дорожного движения, автострахованию, автокредитам и по обучению вождению и так далее. Изучив предварительно круг этих тем и составив предметный рубрикатор, мы с вами сможем скомплектовать фонд, который сможет удовлетворять любые запросы данной категории пользователей. Ну, например, если фонд предназначен, данный фонд, имею в виду для автолюбителей, только для любителей, то понятно, что приобретать следует издания научно-популярного, познавательного характера, самоучителей и практически руководства. Если же основным пользователем данного фонда являются высококвалифицированные специалисты своего профиля, то, естественно, от нас с вами потребуется закупить фонд и приобрести научно-практические, научно-теоретические издания, в том числе монографии, сборники материалов, научных конференций и так далее. Ну, что касается количественных моделей, то они, естественно, отражают количественные параметры фонда в целом или его отдельных подфондов. Для каких целей они разрабатываются, я не буду вам здесь уже перечислять, это все можно увидеть на слайде, поэтому перейдем к следующему слайду, который нам показывает, что каждый из видов модели может отражать либо параметры уже существующего фонда, либо желаемые его характеристики. И уже в зависимости от этого выделяются еще два вида моделей. Это реальные модели и идеальные модели. Ну, реальные модели мы с вами знаем, они отображают нынешнее состояние нашего фонда и необходимы для его изучения и оценки, образуются в ходе уже осуществления процессов формирования фонда, учета, фондовой обработки, использования, управления. Используются для контроля за фондом и правильностью его функционирования, а также для поиска документов в фонде. Ну и идеальные модели, они отражают желаемое состояние фонда и служат эталоном для его формирования. Адресованы прежде всего процессу комплектования и необходимы для того, чтобы в соответствии с ними создавать библиотечный фонд. В ходе комплектования решается задача приведения реального фонда в соответствии с идеальными моделями. Определить, достигнута ли эта цель, можно только сопоставив идеальные модели с реальными. К идеальной библиографической модели относится всем нам с вами известное ядро фонда.
Ядро фонда – это тщательно отобранные по качеству профильные документы, которые содержат фундаментальную, проверенную временем информацию, а также издания, научная или художественная ценность которых является общепризнанной. Эти документы обязательны в составе данного фонда, и их не сможет заменить никакое другое издание по данной теме. Поэтому очень важно изначально составить их перечень и руководствоваться им при комплектовании. Как правило, модель ядра, она формируется сразу после того, как определен профиль фонда, поскольку именно с ядра, как известно, и начинается формирование библиотечного фонда. Кроме того, идеальные библиографические модели создаются для периодических изданий, потому как их приобретение, как правило, осуществляется по подписке, которая означает долговременное заключение сделки при их комплектовании. Тематико-типологическая модель в этом случае не будет достаточной, необходим конкретный перечень журналов и газет. Идеальные библиографические модели создаются для изданий, случайно пропущенных при комплектовании, утерянных в процессе обслуживания, но пользующихся постоянным спросом. Идеальные библиографические модели создаются для документов, имеющихся в недостаточном количестве экземпляров. Отсутствующие в фонде, но необходимые и желательные в его составе документы называются дезидератами. А идеальные библиографические модели представляют собой списки дезидерат. Они существуют в виде картотек или списков отказов, картотек или баз заказов, которые включают в себя документы, заявка на которые уже отправлена, но еще не выполнена поставщиком. Этих документов еще нет в составе фонда, но библиотека заинтересована в их комплектовании. Так, к идеальной описательной модели относится профиль комплектования библиотечного фонда. В нем определяются тематика, виды и экземплярность приобретаемых документов, а также их распределение по подфондам. Иногда указываются источники комплектования. В отличие от профиля комплектования, в котором приводятся основные положения о том, как будет комплектоваться тот или иной подфонд, тематико-типологический план комплектования детально описывает, по каким темам или отраслям знания следует приобретать различные типы или виды изданий и в каком количестве экземпляров. Необходимость тематико-типологических моделей для комплектования вызвана тем, что невозможно заранее составить перечень всех документов, которые обязательно должны быть в фонде. Поэтому отбор новых изданий ведется в первую очередь по этим основным признакам, в наибольшей степени отражающим профиль библиотечного фонда. Как правило, эта информация представляется в табличной форме. В таблице приводится перечень рубрик, это ББК, УДК, а также основные типы изданий, необходимые для данного фонда. В ячейках для пересечения рубрик и типов изданий указывается количество экземпляров, либо степень полноты комплектования. Недавно, в сентябре этого года, был введен в действие новый ГОСТ на 7.0.94/2002, библиотечный фонд, термины и определения, который, собственно, и закрепил, что профилем комплектования является документ, в котором зафиксирована модель или комбинация моделей, регламентирующие основные направления и особенности комплектования системы фондов библиотеки и определяющие тематику, виды и экземплярность документов, включаемых в состав фонда. Но на сегодняшний день отсутствуют унифицированные требования к созданию профиля комплектования централизованной библиотечной сети. Но можно при его составлении обратиться к ГОСТу 2018 года «Профиль комплектования фондов научных библиотек». Данный ГОСТ гласит, что профиль комплектования составляют по форме соответствующей специфике деятельности библиотеки, составу ее фонда, то есть какой фонд указывается: универсальный, отраслевой, многоотраслевой, монодокументный, полидокументный, и источником комплектования. По функциональному назначению профиль комплектования может быть сводным, то есть регулировать комплектование фондов нескольких библиотек в рамках сети или системы. Может быть профиль комплектования фонда библиотеки в целом и может быть локальным, когда определяют комплектование одного из фондов библиотеки.
По способу моделирования библиотечного фонда различают структурную модель, представленную в библиотеках в форме тематико-типологического плана комплектования, математическую модель, определяющую пропорции комплектуемых документов по различным параметрам, и библиографическую модель, представленную в библиотеках в форме списка приобретаемых на текущий год периодических изданий и электронных ресурсов дистанционного доступа. Выбор модели профиля комплектования, да, или их сочетаний зависит от задач и функций библиотеки, объема и структуры ее фонда. Пересматривают сам документ, профиль комплектования в сроки и по правилам, принятым в библиотеке. А списки выписываемых периодических изданий и электронных ресурсов, к которым библиотека имеет право доступа, утверждают ежегодно. Тематико-типологический план комплектования состоит из двух блоков информации, это методический и технологический. Методический блок тематико-типологического плана комплектования образован следующими разделами. Это пояснительная записка и методические указания, приводящиеся в графе примечания. Пояснительную записку включают такие сведения, как статус библиотеки, да, какая-то библиотека центральная или библиотека-филиал, основные направления деятельности, цели и задачи функционирования библиотеки или библиотечной системы, анализ целевой аудитории и ее информационных потребностей, описание состава и структуры фонда библиотеки. Также указывают принципы и порядок комплектования фонда. Но принципы комплектования мы с вами знаем. Да, это принцип полноты поступлений, выборочности поступлений, преемственности комплектования, да, то есть последовательное по конкретным отраслям, да, отражающим их новейшие достижения. Также в пояснительную записку включается информация о бюджете комплектования библиотечного фонда, то есть за счет какого бюджета осуществляется комплектование, способы и источники комплектования, да, это обязательный экземпляр документа, покупка, подписка на периодику, либо это лицензионное соглашение на дистанционный доступ к электронным ресурсам, книга, обмен, копирование, пожертвование и так далее. В пояснительной записке также указываются типы и виды комплектуемых документов. Ну, к видам документов мы с вами знаем, да, относят книги, брошюры, периодические издания, аудиовизуальные документы, электронные, нотные, картографические издания, изоиздания. Ну и по типу документы подразделяются на художественную, научную, учебную, справочную и так далее. Также в пояснительной записке отображаются критерии отбора документов. Они могут быть научные. Мы с вами отбираем документы в фонд, опираясь на такие, да, может быть, критерии отбора, как научная ценность, историческая, художественная, да, или его практическая значимость может быть для нас важна, степень его соответствия профилю нашего фонда, задачам библиотеки и потребностям ее пользователей. Также в пояснительную записку включают информацию о распределении документов по фондам библиотеки или участникам библиотечной системы, ну и иные значимые для библиотеки аспекты. Технологическая часть тематико-типологического плана комплектования образована многофакторными таблицами, включающими в себя графы, соответствующие наиболее значимым признакам объектов комплектования, отображающие полноту их поступления, распределение документов по фондам библиотеки или библиотечной системы. Образцы этих таблиц сейчас вы видите на вашем слайде. В данном случае это наверху это образец тематико-типологического плана комплектования. Далее под ним идет список обязательный, который должен быть к профилю комплектования. Это список периодических изданий, выписываемых научной библиотекой. Он может быть не совсем такой дробный, в виде перечня только быть. И также обязательно к профилю комплектования одним из приложений должен быть список электронных ресурсов, на которые библиотека имеет право доступа. Ну и основными признаками объектов комплектования, которые отражаются в таблице тематико-типологического плана комплектования, являются, ну, вы видите, да, вид комплектуемых документов, индексы, применяемые в библиотеке системы классификации, да, в нашем с вами случае это индекс БПК и их словесное выражение.
Дополнительные признаки объектов комплектования могут быть отражены также в графах источники комплектования документов, количество экземпляров приобретаемых печатных или машиночитаемых документов, ну и язык документа, если мы с вами хотим, мы тоже можем это отразить в нашем с вами документе. Таким образом, все сказанное мной выше касалось теории моделирования библиотечного фонда и, в частности, профиля комплектования и тематико-типологического плана комплектования, относящихся к идеальным моделям, отражающим желаемое состояние фонда. Как профиль комплектования централизованной библиотечной системы может выглядеть на практике, вам сейчас расскажет заведующий отделом комплектования Эжвинской централизованной библиотечной системы Нелли Федоровна Перфильева. Сейчас мы включим презентацию. Подождите, пожалуйста, несколько секунд. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, конечно, не открою Америку, если скажу, что на сегодняшний день библиотеки, а особенно муниципальные, являются самыми доступными учреждениями культуры, привлекающими в свои стены большое количество пользователей. И для того, чтобы пользователь захотел сюда вернуться, необходимо обеспечивать его в первую очередь современными и качественными изданиями, ведь информационные ресурсы – это основа деятельности любой библиотеки. Поэтому сбалансированное комплектование фондов является одним из важнейших приоритетов развития библиотек. От того, как учтены задачи библиотек и потребности пользователей, во многом зависит успех всей работы. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Эжвинская централизованная библиотечная система образована в 2000 году. Это вторая ЦБС на территории города Сыктывкара. Это информационно-культурная просветительская организация в форме объединения публичных библиотек, представляющая собой юридическое лицо, образованное Центральной библиотекой и сетью библиотек, являющихся ее структурным подразделением, которые действуют на основании устава и в пределах положений, утверждаемых бюджетным учреждением. ЦБС включает в себя 6 библиотек, что полностью соответствует нормативам, установленным распоряжением правительства Российской Федерации. Одна библиотека на 10 тысяч населения. Значит, она включает в себя 2 взрослые библиотеки, Центральная библиотека Светоч и библиотека-филиал имени Куратова, 3 детские, Центральная детская библиотека Алый парус, библиотека-филиал Шундевод, библиотека-филиал Радуга и библиотека смешанного типа номер 16, расположенная в микрорайоне Строитель. Каждая библиотека имеет свою структуру в зависимости от групп населения, которых данная библиотека обслуживает. На сегодняшний день в библиотеке Эжвинской централизованной системы записано более 18,5 тысяч человек, книговыдача более 460 тысяч экземпляров в год.
Фонды библиотек составляют книги, брошюры, периодические издания, аудио, видео, документы, документы на оптических носителях, на русском, коме и в небольшом количестве на иностранных языках. Ядро фондов библиотек Ижевинской ЦБС составляет справочная литература, литература по различным областям знаний, классическая, документы, представляющие пользователям различную социально значимую информацию. Проанализировав работу ЦБС по формированию библиотечных фондов, мы пришли к следующим выводам. На протяжении последних лет обновление фондов ЦБС на основе текущего комплектования идет. Сохраняется тенденция пусть к небольшому, но увеличению фондов наших библиотек. При этом проблема комплектования документного фонда остается острой, так как, несмотря на увеличение выделяемых на комплектование фондов финансовых средств, не всегда удается приобрести необходимое количество новых изданий из-за постоянного увеличения стоимости как книг, так и периодических изданий. Из-за этого наши читатели не всегда имеют доступ к лучшим книгам современных авторов. В библиотеки поступает недостаточно справочной литературы, изданий в помощь учебному процессу. Также особенно остро перед нами стала проблема формирования ориентированного на пользователя библиотечного фонда в процессе модернизации муниципальных библиотек в модельные библиотеки нового типа. Ведь модельная библиотека, публичная библиотека должна обеспечить доступ к широкому диапазону документов в самых разных форматах, как традиционных книги, периодические издания, аудио, видео, так и электронные документы, базы данных, в том числе базы данных интернет, интерактивные, озвученные книги и так далее. Основными характеристиками фонда модельной публичной библиотеки являются разумный объем, информативность, постоянная обновляемость. В результате этого было решено провести анализ фондов на предмет соответствия задачам, стоящим перед каждой конкретной библиотекой ЦБС, и подготовить перспективный план работы с библиотечным фондом на предмет ревизии списания и комплектования в разрезе разделов таблиц ВК. По результатам проведенного анализа качественного состава единого библиотечного фонда Ижевинской ЦБС мы предприняли попытку разработать проект тематико-типологического плана комплектования, нацеленный на решение выявленных проблем, который является распространенным инструментом перспективного планирования, важным элементом рабочего аппарата комплектования библиотечного фонда, дает четкие ориентиры для отбора новых профильных документов, планирует обновляемость фонда, то есть соотношение новых поступлений и выбытие ветхих и устаревших документов. Данная модель определяет темы и виды документов, необходимых в библиотеке для обслуживания пользователей в зависимости от их потребностей, с учетом культурно-экономического профиля региона, национального состава и других признаков. Изучив состав разделов единого библиотечного фонда нашей ЦБС, мы остановились на структуре, которая включает общие положения и профиль комплектования. Общие положения состоят из введения, состава и структуры библиотечного фонда, основных источников комплектования, общих параметров отбора документов в фонд и особенностей комплектования фонда библиотек по видам документов. Обычно первый раздел введения представляется в виде пояснительной записки. В ней описывается экономический профиль региона. Я вот немножечко на слайде вам представила кусочек, чтобы было немного, пусть тут и много материала указано, но хотя бы, чтобы вы имели представление, как это выглядит. В пояснительной записке описывается экономический профиль района, особенности культурного развития, наличие конкурентов, других библиотек, профиль их комплектования. Приводится паспорт фонда, сведения о библиотеке, ее задачах, составе населения, контингенте пользователей, структуре, особенностях формирования фондов, отвечающих местным условиям и требованиям, основные источники комплектования библиотеки, бюджет и ответственность за разработку плана. Состав, второй пункт введения первой части – это состав и структура библиотечного фонда. В нем указывается, каким образом создан фонд,
ЦБС, да, в соответствии с какими требованиями и что находится в его составе. На слайде также видно процентный состав единого фонда нашей ЦБС. И из диаграммы видно, что в фонде Мукачевского ЦБС доля отраслевого фонда составляет 43%. Это практически соответствует принятым нормам. Также следующим пунктом структуры являются общие параметры отбора документов в фонд. Здесь, значит, основными параметрами является язык. В нашем фонде доминирует издание на русском языке, затем даты публикации, комплектуются желательно текущие издания, хронологическая глубина комплектования, это последние 5 лет, доминирует издание текущего года, и географический охват, это местные, региональные, центральные документы. Следующий пункт – основные источники комплектования фонда. Ежегодно в нашей библиотеке поступает около 8 тысяч экземпляров документов. Это включая, естественно, периодические издания. Основными способами пополнения библиотечного фонда печатными и другими документами являются покупка, книжные магазины, издательства, типографии. Мы причем стараемся работать напрямую с издательствами, очень со многими. А затем добровольные пожертвования организаций частных лиц, получение книг от читателей взамен утерянных и фандрейзинг, привлечение дополнительного источника комплектования. Следует особенностями комплектования фонда библиотек по видам документов. То есть мы все знаем, что документ – это материальный носитель, зафиксированный на нем в форме информации. Информация может быть в виде текстов, звукозаписи и так далее. Не буду повторять, это все вы знаете прекрасно. Профиль И следующая часть уже – это профиль комплектования по отраслям знаний. Все библиотеки Ижевской ЦБС имеют приоритетные направления работы. Они профилированы, или на их базе созданы какие-то определенные информационные центры. Комплектование фондов данных библиотек производится с учетом основных направлений деятельности. И вот в этой табличке представлены основные название филиала, основное направление деятельности этой библиотеки и основные такие направления, тематика комплектования этих библиотек. И теперь уже конкретно профиль комплектования. Это традиционно тематико-типологический план комплектования представляет собой таблицу или картотеку, в нашем случае таблица. И он отражает существенные параметры моделируемого фонда: тематику, виды документов, экземплярность, языковой состав, принадлежность к структурным подразделениям библиотеки. Перечень тем выстраивают в систематическом порядке. Темы формулируют кратко, точно. Принятая библиотека степень детализации тем должна выдерживаться по отношению к каждой из них. Общий подход при этом такой: чем более узок профиль фонда, тем более дробной должна быть его тематика. Для разборки темы обычно применяют классификационные таблицы, в нашем случае таблицы ББК. Тематические рубрики описывают все разнообразие тем в рамках профиля фонда и ориентируют комплектаторов, в каких областях знаний необходимо вести поиск документов. Для компактности записи типы документов кодируются по десятичному принципу. Например, 0.0 официальное издание, 0.1 научное, 0.2 справочные, 0.21 энциклопедия и так далее. Обязательно указывается экземплярность. Для удобства необходимое количество экземпляров определяется в зависимости от типов документов и потребностей в них отдельных подразделений ЦПС, а позже уже указывается суммарное число необходимых экземпляров полностью на ЦБС. Кроме этого, обязательно прикладываются списки выписываемых периодических изданий и электронных изданий, имеющихся в наших фондах. Таким образом, и последним пунктом нашего плана является бюджет комплектования, исходя из которого мы можем рассчитывать наши возможности на приобретение необходимых изданий. Надо отметить, что профиль комплектования создают в несколько этапов. По мере необходимости его корректируют с учетом результатов пользования фондов, отказом пользователям
изменений в социально-экономическом и культурном развитии обслуживаемого региона и контингента. Тематика типологическое планирование – это важнейшая часть работы по формированию документных фондов. От того, как учтены задачи библиотеки и потребности пользователей, во многом зависит успех этой работы. Анализ работы учреждений, использующих данный метод моделирования библиотечного фонда, доказывает важность применения его в работе библиотек. Метод доказал свою ценность при упорядочении и систематизации изданий по определенным признакам при разработке технологических процессов, применяемых в работе библиотек. Залог успешного комплектования библиотеки, его моделирование состоит в умении определять и предвидеть будущие информационные запросы. И мы надеемся, что созданные в процессе нашей большой работы план комплектования станет ориентиром для всех остальных процессов формирования фонда. На основе этой модели будут планироваться расходы финансовых ресурсов и приобретаться необходимые издания. До свидания, дорогие коллеги. Спасибо за внимание.